Газета «Апсны», в советские годы выходившая под названием «Апсныкапч» – бесценная летопись жизни нашего народа. Издание сыграло большую роль в становлении абхазской журналистики и литературы. Газета начала выходить в сложный период истории Абхазии, господства грузинского меньшевизма, и стала своего рода отражением национальных чаяний нашего народа. Наряду с общественно-политическими темами журналисты освещали проблемы абхазского языка, образования и другие злободневные вопросы. Давид Киут трудился корреспондентом в газете с 1966 года. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Дружная была журналистская абхазская семья. Конечно, в тяжелых условиях приходилось работать. Сами понимаете, Советский Союз, идеология ЦК КПСС, КГБ давлела. Были случаи печальные, когда КГБ вмешивалось в работу. Папа очень переживал. Очень переживал. И, конечно, он очень сдержанно, никогда не говорил на эту тему. Но ему было неприятно. А сложности были со всеми абхазскими журналистами. Но они были жизнерадостные, талантливые люди. Они шутили, часто собирались в гости. То у нас собирались, обеды делали наши мамы. То у Шалико Камке, Борис Тужба, другие замечательные журналисты. Борис Каджая, талантливый переводчик. Но самое главное, хочу сказать, что они еще и писали стихи, пьесы, рассказы. Первые выпуски газеты формировала группа редакторов, но основную работу выполнял писатель Дмитрий Гулия. Он занимался сбором информации и находил журналистов. В разное время на страницах «Апсны» появлялись талантливые авторы, оставившие заметный след в журналистике и литературе. В этом году 8 из них отметили бы свой юбилей. Это Борис Тужба, Руфет Бутба, Владимир Чуаз, Сарион Таркил, Георгий Нараско, Рамис Барцыц, Давид Киут, Виктор Кокаскир. По задумке Союза журналистов Абхазии, фотовыставка объединила их снимки и рабочие моменты редакции газеты. Самое главное — обратить внимание на ситуацию в абхазской национальной газете, в журналистике, как обстоят дела, какие были традиции, какое сегодня состояние и какие у нас перспективы. Для нас очень важно, чтобы молодые журналисты, люди, которые обучаются в Абхазском государственном университете, имели возможность изучить историю абхазской журналистики, они там проходят, вот так увидеть это визуально. Чем больше мы сможем собрать материал и показать, я думаю, что мы выполним такую хорошую миссию по увековечению памяти наших коллег и по пропаганде абхазской национальной печати. Первый номер первой абхазской газеты вышел 27 февраля 1919 года. Сегодня, спустя 100 лет, легендарная «Апсны», публиковавшая ярких представителей абхазского народа, продолжает жить. Издание хранит историю поколений и, преодолевая существующие трудности, по-прежнему служит своему читателю. 1918 года потерянные какие-то номера мне приходилось переводить с абхазского на русский. Я там увидела, какая публицистическая полемика шла между Дмитрием Гулием, между Лакербай, которого мы знаем только как новелиста, а он был тоже сильным публицистом и публиковался в этой газете. И очень, не говоря о Дмитрии Гуле, который был основоположником этой газеты, и после очень много журналистов, которые потом стали и писателями, и поэтами, прошли эту школу именно этой газеты. И сегодня вообще эту газету надо больше, наверное, чтить, почитать, и к ней должно приходить и работать в ней работать больше, я думаю, молодых журналистов. Памятная фотовыставка продлится до 4 июня, а 11 июня для студентов отделения журналистики АГУ пройдут встречи и лекции о творчестве журналистов, работавших в газете «Апсны». Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.